В эфире «Якутия. День за днем». Я Андрей Погорелов. Здравствуйте. Расскажем о главных событиях уходящей недели. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите сегодня в программе. Прочная основа для стратегического партнерства. В Харабине стартовали российско-китайская экспо и 30-я международная торгово-экономическая выставка. Какие соглашения намерены подписать власти республики? Экологическая экспертиза. Общественники Якутии обеспокоены загрязнением рек Алдан и Чульман. Как химикаты попали в воду и кто виноват? Чтобы решить, улучшить экологическое состояние конкретной местности, надо время. Золотой билет. Жители отдаленных населенных пунктов республики вынуждены платить за перелет за облачные цены. Из чего складывается стоимость пассажирских перевозок и выйдет ли из кризиса авиаотрасль региона? Заплатил 22 тысячи. Я думаю, что цена вообще неоправданная. Работать не покладая рук или полвека на одном рабочем месте. За 50 лет заслуженный ветеран медицины помогла нескольким тысячам людей. Какой он портрет настоящего врача? Я ни одной секунды не пожалела, что я пошла работать врачом. Особое внимание мировой общественности в эти дни будет сосредоточено на межрегиональном сотрудничестве между Китаем и Россией. В Харбине стартовали российско-китайская экспо и 30-я международная торгово-экономическая выставка. На общей площади более 86 тысяч квадратных метров разместились стенды свыше 1700 компаний из 74 стран и регионов. В качестве почетного гостя от России выступает Якутия на выставочных площадях, которая будет организованы тематические презентации, касающиеся экспорта, инвестиций, туризма, образования и не только. Павильон посетил вице-премьер страны Максим Акимов. В первый день руководитель региона Айсен Николаев принял участие в церемонии открытия российско-китайского павильона, а также в пленарном заседании второго российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, где власти Якутии планируют подписать ряд соглашений в сфере туризма, поддержки экспортных предприятий и строительства с партнерами из КНР. Кроме того, состоялась встреча вице-премьера страны Максима Акимова с губернатором провинции Гуандун Ма Синьчжуем. На мероприятии также принял участие глава Якутии Айсен Николаев. В своей приветственной речи господин Синьчжу отметил, что Гуандун является самой большой провинцией. В прошлом году население превысило 110 миллионов человек. Экспорт и импорт занимает 25% всего Китая. 12 компаний, которых входят в топ лучших. В последнее время Гуандун усиливает сотрудничество с Россией. В прошлом году объем экспорта и импорта составил 9 миллиардов долларов. Таким образом, каждый год рост составляет примерно 25%. Власти провинции, которая славится производством смарт-техники, электроники и оборудования, намерены наладить связь с Россией в сфере сельского хозяйства и энергетики. В свою очередь, зампред Акимов подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество – это прочная основа для стратегического партнерства. Потенциал региона и основные точки роста обсудили и представители власти, инвесторы и предприниматели республики. В Мирном завершился экономический форум «Западная Якутия. Новые возможности». Площадка объединила более 300 участников, 36 спикеров и 11 модераторов. По итогам форума было подписано 14 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Деловая программа состояла из 6 сессий. На них обсуждались способы государственно-частного партнерства, расширение территории опережающего развития, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также развитие сельского хозяйства. Обо всем и по порядку расскажет Марфирина Алексеева. Якутия имеет огромный потенциал для развития предпринимательства, но показатель вклада в годовое производство всех товаров и услуг очень низок. Для разрешения этой проблемы и был организован инвестиционный форум. Создает на самом деле условия жизни, потому что предпринимательство в социальной сфере тоже очень важное направление. Качество жизни зависит от того, насколько активно предприниматели реализуют проекты, востребованные гражданами, жителями. Основная задача форума – ввести новый формат взаимодействия с муниципальными образованиями. Таким образом, привлечение инвестиций становится задачей не только руководства республики, но и муниципальных властей. Они теперь действительно в курсе всех реализуемых в их улусах инвестиционных проектов. И они являются теперь драйверами этой повестки. В рамках форума была организована выставка 15 инвестиционных проектов. Это демонстрация продукции уже действующих предприятий Западной Якутии. Особо отличился Сунтарский район.
с проектом производства строительных материалов из пеноциолита. До этого вообще для строительства таких платформ такой материал привозился из Америки, то есть его импортировали с других стран. И получается, вот у нас как бы по программе импортозамещения будет проходить данная работа. В общем, новый формат форума оценили все участники. С представителями пообщались, конечно, это полезно, прямые контакты, не по телефону. Есть уже другие предложения по реализации осетра, поэтому будем работать. По итогам форума прозвучала идея создания территории опережающего социально-экономического развития на территории Западной Якутии. Это подразумевает собой создание благоприятных условий и льгот для старта производства, чтобы достичь ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Организуем этот процесс уже начиная со следующего года. Сейчас пройдем подготовительный этап, и со следующего года, скорее всего, уже организуем определенные программы повышения квалификации, прежде всего для муниципалитетов. Как показал форум, потребность предпринимателей в прямом общении с представителями власти и финансовых институтов более чем актуальна. На данный момент идут обсуждения о проведении подобного форума и в других районах. Марферина Алексеева, Артем Алексеев. Якутия. День за днем. Безусловно, большая половина валовой региональной продукции формируется именно в районах Западной Якутии. Благодаря работе не только крупных компаний региона, по итогам Петербургского экономического форума республика получила беспрецедентный рост в национальном рейтинге инвестиционного климата среди субъектов России, поднявшись с 52-й позиции на 22-ю. Арктика – самое суровое место на Земле, где живет и развивается человечество. На территории Якутии самая большая арктическая зона – 1,5 миллиона квадратных метров земли. На ней живут всего порядка 70 тысяч человек. С 90-х годов крайний север переживает не лучшие времена, однако в последние годы государство начало обращать все больше внимания поддержке арктических территорий. Сейчас готовится важный документ, который должен пробудить Арктику и открыть второе дыхание. На уходящей неделе в Якутске прошло выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Подробнее в материале Саргалан Захаровой. Работа на севере, советская романтика. Молодежь добровольно рвалась в Арктику. Честь, престиж, рост и, конечно, идея. Но в 90-е вместе с крахом Советского Союза пришел конец и всему идиллическому настрою на Крайнем Севере. Сегодня количество населения в арктических районах в 2 раза меньше, чем было в начале 90-х. Население арктических районов у нас неуклонно уменьшается. С 90-го года численность жителей сократилась более чем в 2 раза. Если в 90-х годах жило 148 тысяч человек, то сейчас не более 67 тысяч. Сухие цифры статистики указывают на более масштабную проблему, особо острые, подчеркнул в своем выступлении глава региона. Это и безработица, которая превышает среднероссийские показатели в 2 раза, сложная транспортная логистика, из-за которой идет удорожание всего на севере, отсутствие инфраструктуры. Стратегия развития Арктики на период до 2030 года отразит каждую из этих проблем, но особое внимание обратит на поддержку бизнеса на Арктике. И налоговые преференции, и то, что связано с выделением земли, каких-то объектов инфраструктуры для бизнеса. Это упрощение административных процедур. Мы, кстати, не согласны с подходом о том, что инвестиционные проекты 500 тысяч рублей обязательно должны проходить через согласование в Москве. Но при этом нельзя забывать об особенностях Севера и его людей. Основная позиция жителей Арктики. Развитие должно идти с учетом традиционных особенностей коренного населения. Если речь идет о поддержке бизнеса, то она должна проходить не в ущерб жителям. В любом изложении закона об Арктике считаем важным обязательное согласование строительства и размещения объектов резидентов Арктической зоны Российской Федерации с органами местного самоуправления и родовыми общинами, обязательное проведение общественных слушаний при строительстве и размещении объектов резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Многие пункты землепользования, преимущественное положение недропользователей на Арктике и многое другое вызывает сейчас вопросы. Регионы вносят свои предложения. О том, что предстоит еще большая работа по усовершенствованию проекта, говорят и в Общественной палате России. Сегодня закон по Арктике, он требует финансового вливания, поэтому рассматривать его нужно со всеми компонентами, а его рассматривают пока что, чисто такого плана
митингового. Бесспорно, ключевые перспективы развития якутского севера остаются вплотную связанными с промышленной отраслью. Действительно, флагманом экономического развития Арктики должны стать крупные сырьевые проекты по освоению уникальных богатств, которые в Арктике есть. У нас уже есть разведанные ресурсы твердых полезных ископаемых золота в первую очередь. Есть предположительные очень крупные запасы нефтегазовых ресурсов. И то, что сейчас сдерживает, это отсутствие инфраструктуры. Обсуждения, которые планировали уложить в 2 часа, в результате растянулись на целых 3 часа. И за это время успели рассмотреть максимально широкий спектр тем, которые относятся к развитию арктической зоны не только с экономической стороны, но и социальной. Рассмотрели с точки зрения самого населения, которое живет в арктических районах. Поступили конкретные предложения, которые войдут в итоговый документ заседания. В свою очередь его уже этой осенью рассмотрят в парламенте страны. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Золотые перелеты. Жители отдаленных населенных пунктов Якутии вынуждены платить за авиабилеты до столицы республики за облачные цены. При этом парк техники сильно изношен, а обслуживание пассажиров оставляет желать лучшего. Из чего складывается стоимость пассажирских перевозок и выйдет ли из кризиса авиаотрасль Якутии, продолжит Денис Тишин. 380 тысяч рублей. Именно столько придется выложить семье из 3 человек, чтобы добраться из села Андрюшкино Нижнеколымского района до Москвы. Для большинства населения это абсолютно неподъемная сумма. Даже за авиабилет из отдаленных улусов республики до Якутска нужно отдать немалые деньги – от 22 до 34 тысяч рублей. За эти деньги можно, например, слетать из Москвы в Нью-Йорк или Пекин и обратно. Это 20 тысяч. Говорят, что есть по 22. Оправдана ли столь высокая цена на билеты? Ой, нет, очень дорогие билеты. Заплатил 22 тысячи. Я думаю, что цена вообще неоправданная. Потому что до Москвы легче с Якутска, и расстояние тоже намного ближе. Цены у нас приблизительно около 30 тысяч на билет. Я считаю, что это очень дорого, туда-сюда мотаться. Я родом из Нижегородской области. Мне до родных это очень затратно летать. Дороже, чем в Якутии, авиаперелеты только на Камчатке и Чукотке. Но почему в республике такие высокие тарифы на пассажирские перевозки? Вот что рассказали нам в авиакомпании «Якутия», крупнейшем перевозчике региона. Мы ограничены во флоте. Мы до сих пор летаем на Ан-24, у которого расход топлива несколько выше, чем у Ку-300 или Ил-114, там под 950-930 килограмм в час. Поэтому мы очень ограничены именно в таком маневре, стоимостном маневре в ценообразовании на воздушные перелеты внутри республики. Авиакомпания «Якутия» и полярные авиалинии обслуживают населенные пункты в 32 улусах республики. При этом основу авиапарка составляют самолеты Ан-2, Ан-3, Ан-24 и вертолеты Ми-8. Средний возраст воздушных судов достигает 40 лет. К слову, это самый большой показатель в России. Впрочем, на смену старым самолетам должны прийти новые лайнеры Ку-300 и Ил-114. Они гораздо комфортнее своих предшественников и существенно экономят топливо. О проблемах малой авиации на выездном совещании, посвященном обеспечению транспортной связью жителей республики, говорил и глава Якутии Айсен Николаев. Отсутствие в ряде случаев надежной транспортной инфраструктуры сегодня, на мой взгляд, является ключевым сдерживающим фактором для более динамичного развития. И, конечно же, и дорожная сеть, и сеть аэропортов требуют серьезных вложений. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии неоднократно обращалось к федеральным властям с просьбой субсидировать перевозки на внутренних линиях. Ведь запредельные тарифы на воздушное сообщение напрямую влияют не только на цену авиабилетов, но и на стоимость продуктов. Они в заполярных улусах стоят в 3-5 раз дороже, чем в Якутске. Однако этот актуальный вопрос для населения до сих пор остается открытым. Ценообразование у нас складывается, как и везде, в принципе. Это у нас расходы авиапредприятий на аэропортовые сборы, на завоз ГСМ, на метеообеспечение, собственные расходы на поддержание летной годности самолетов и, естественно, на зарплату экипажа и всего предприятия. Особенность заключается в том, что мы завозим топливо
раз в год с учетом депонации на северах, это навигацией, в связи с чем разница между, допустим, центральными регионами России и нашими северными аэропортами имеет существенную разницу. Допустим, топливо у нас стоит под 90 тысяч за тонну, день в Черском, а в центральных регионах это около 45 тысяч за тонну. Керосин в Якутию доставляют с Ангарского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Иркутской области. В этом процессе задействована цепочка посредников, поэтому переплата за топливо, а значит ущерб государству, достигает 2 миллиардов рублей в год. Аэропорты республики сегодня находятся в критическом состоянии. Их изношенность составляет 80%. В Совете Федерации России считают крайне важным вопрос развития транспортной инфраструктуры в арктической зоне Якутии. Законодатели не раз настаивают на том, чтобы правительство имело четкую программу развития транспортной инфраструктуры, прежде всего внутреннего транспорта, транспортной доступности в арктических территориях. И особенно активно в этом направлении с правительством и законодателями работает Республика Саха-Якутия. Очевидно, что без поддержки федерального центра силами лишь республиканских властей вывести из кризиса авиаотрасли Якутии вряд ли удастся. Денис Тишин, Владимир Ермаков, Евгений Слепцов и Екатерина Соломова. Якутск, поселки Хану и Белая гора. Вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь. Это Якутия день за днем и главные события уходящей недели. Что побуждает преступников на совершение преступления? Легкая нажива и чувство остаться безнаказанным. В этом и предстоит разобраться Следственному комитету и Федеральной службе безопасности. В начале недели правоохранители Якутии задержали сотрудницу компании «Алроса» и 2 ее сообщников, причастных к краже алмазов и бриллиантов на миллионы долларов. По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании «Алроса». В группировку входили 3 человека, где каждый имел четкие обязанности. Елена Кануникова отвечала за кражу камней, Владимир Табидзе и Владимир Гординский были ответственными за продажу краденого. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступников с Полечным при попытке похитить очередную партию камней стоимостью более 22 миллионов рублей. Дома у задержанных обнаружили целый склад драгоценностей, около 500 необработанных природных алмазов и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов, а также наличные в размере 2 миллионов долларов. В свою очередь, «Алроса» подтвердила информацию о пресечении масштабного хищения алмазов. В компании отказались комментировать ход происходящего и проводят собственное служебное расследование. Однако при этом отметили, что операция проходила при участии ее службы безопасности. Другой темой для обсуждения на этой неделе послужил факт загрязнения реки Алдан в районе города Томот. Поиски были сконцентрированы в бассейне реки Екакит, в верховьях которой интенсивно велись горные работы компании «Прогресс» на месторождениях золота. Инспекторы Алданского комитета экологического надзора пояснили, что вода в реке Екакит ниже горных работ чистая, добыча золота предприятием в этом году не ведется. Вторым потенциальным источником загрязнения в ходе рейда была река Талая. Сейчас там также не ведутся поиски драгоценного металла. Как оказалось, в самой верхней части горного полигона ливневые дожди образовали значительный объем поверхностных вод, вследствие чего и произошел разрыв отбойной бортовой дамбы русла отводного канала реки. Весь поверхностный сток на протяжении более 8 километров проходит через отработанное пространство с илистыми осадками, размывая их и борта старых отвалов и тем самым загрязняя реки Тала, Екакит и Алдан. Рейдовые обследования будут продолжены для выявления других потенциальных источников загрязнения в средней части бассейна реки Екакит и в долине реки Большой Куранах. Немало вопросов, ровно как и претензий по факту загрязнения реки Чульман накопилось и у жителей одноименного поселка. Накануне в Нерюнгре работала комиссия во главе с министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахаменом Афанасьевым. Главная повестка – экологическое состояние района и рассмотрение фактов загрязнения водных объектов в зоне деятельности угледобывающих компаний «Якут-Уголь» и «Колмар». Репортаж Сергея Козюра.
Заседание получилось горячим, у чульманцев накопилось много вопросов, ровно как и претензий. Это прежде всего загрязнение реки Чульман, отсутствие очистных фильтров на ТЭЦ, вследствие чего идет прямой выброс сажи в атмосферу. Помимо прочего, еще был поднят вопрос о подаче холодной и горячей воды, которая на сегодня не отвечает нормативам. Самый больной вопрос – это горячее водоснабжение, которое у нас идет с открытой системы, то есть прямо с отопления. Вот, то есть с 2022 года запрещено будет. Меня как председатель ТСЖ это беспокоит, потому что мне это дополнительные средства вложения, установка теплообменников и все такое. Поэтому хотелось бы, чтобы было какое-то решение со стороны правительства и в этом направлении. Далее рабочая группа с общественниками отправились на осмотр объектов ГОК «Денисовский». Руководство компании «Колмар» на месте показало проделанную работу над усовершенствованием шламоотстойников. Напомним, в прошлом году весной на этом участке был зафиксирован сброс шламоотходов в ручей Дежневка и затем в реку Чульман. По результатам проверки была выявлена причина, которая заключалась в некачественных материалах, используемых при строительстве отстойников, вследствие чего, не выдержав наших климатических условий, образовалась брешь. Теперь же реконструкция этих шламоотстойников прошла с учетом прошлых ошибок. Мы обратились к нескольким проектным институтам России, крупнейшим, которые привезли сюда мини-очистные станции, сделали эксперименты, подобрали то оборудование, которое необходимо, чтобы действительно воду довести до питьевого качества, и заключили контракт с победившим участником, который действительно добился хороших результатов по очистке. Заключили договор на 383 миллиона рублей. Во второй половине дня делегация отправилась на осмотр объектов компании «Якутуголь», где на берегу реки Нерюнгра непосредственно на месте слива отработанных вод состоялась оживленная беседа. Были выслушаны и взяты на заметку пожелания общественников, а это прежде всего дополнительные работы по очистке береговой линии и водоохранной зоны. Смотрите, до разреза, вот давайте поехали. Вот разрез Невельгинского. Ну, вон он. 300 метров. А мы стоим Фабрика здесь. 500 метров. Нет, мы давали данные для того, чтобы попасть на объекты, понимаете? А не для того, чтобы встать на берегу. После дискуссии Сахамин Миланович подытожил рабочий визит комиссии, поблагодарив общественность за активную позицию. Все предложения были запротоколированы и предписаны к исполнению хозяйствующим организациям. Контроль по исполнению обязательств будет обеспечивать специальная комиссия по экологии, созванная из общественных деятелей, представителей власти и контролирующих органов. Проблема, она услышана. Здесь надо отметить, что общественность не стояла в стороне и помогает в решении. Но чтобы решить, улучшить экологическое состояние конкретной местности, надо время. Именно постройка и ввод в эксплуатацию очистительной станции, которая позволит сбрасывать очищенные до нормативов воды, шахтные воды. Ну и вторая составляющая, о которой мы сегодня говорили, это атмосферный перенос мелкого угля, угольной пыли. Проблема, она очень серьезная. Здесь тоже нужна будет помощь науки. Уже в сентябре министр обещал вновь приехать в Нерюнгри, чтобы до выпадения снега обследовать и зафиксировать состояние воды и береговой линии. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Якутия. День за днем. Белые кроссовки и открытые окна в машине – такая роскошь не для нашего города, уверены жители Якутска. Виной тому пыль на тротуарах и улицах. Какова концентрация пыли в городском воздухе и что является основным ее источником, разбиралась Юлия Великодная. Мельчайшие сухие частицы, носящиеся в воздухе или скапливающиеся на поверхности. Они приносят дискомфорт всем жителям. Ежедневно замеры концентрации пыли в воздухе проводит управление гидрометеослужбы. Отбор проб воздуха на пыль производится на фильтры, специальные фильтры, которые предназначены для этих целей. Вот они вставляются в такую трубу, откуда дует ветер, включаем прибор, он засасывает, и все, что в воздухе находится, оседает на этот фильтр. В Якутске 3 точки отбора проб воздуха: в районе Гемеина, авиагруппы и здесь, в центре Якутска. Мало кто знает, но вот эта будка возле детской школы искусств – это пост гидрометеослужбы. И последние показатели концентрации пыли, зафиксированные здесь, показывают небольшое превышение – 0,8 миллиграммов на метр кубический при предельно допустимой концентрации в 0,5. Пыль – это очень сложный состав. Она включает в себя аэрозоли всех металлов. Бензопирен, который получается от сжигания любого вида топлива, это, кстати, канцероген, вызывающий раковое заболевание. Это все пыль.
Небезосновательно ассоциируются летние прогулки у горожан с пылью, да и автомобилистам приходится несладко. Стоит открыть окна, и салон мгновенно покрывается неприятным слоем. Как вы считаете, у нас пыльно в городе? Именно здесь, да. А во всем городе получше? Получше, там-то асфальтировано. Пыль сильно летит, у нас прямо дома все в пыли, как бы пол весь в пыли. Пыльно для пешеходов? Да, пыльно. Да, пыльно. Да, очень пыльно. Источник у пыли один – открытый грунт. Основной объем загрязнения города исходит от дорог, которые еще не заасфальтированы. Многие улицы в этом году уже будут сделаны. Такие как Петра Алексеева, Жарницкого, Хатынурякское шоссе – это основные как раз источники пыли, где у нас грунтовые дороги. Что касается песка, единственного подходящего для нашего региона противогололедного вещества, его дорожники собирают в первые весенние месяцы. Ежедневно специализированная техника пылесосит, подметает и поливает городские дороги и тротуары. Круглосуточно работают бригады и 30 оборудованных автомобилей. С щеток она выковыривает песок из-под бордюра и уже в пылесос затягивает вовнутрь в бункер. Объем бункера у нее 6,5 кубов, и за смену примерно 3 раза получается наполнить его, вывозится этот на свалку. Помимо эстетической составляющей быстро загрязняющихся обуви и автомобилей, пыль также переносит с собой микробы, которые оседают в легких. В зоне риска люди, страдающие хроническим бронхитом, и дети. У них тонкая слизистая оболочка. Специально имеется такой термин пылевой бронхит, который, в общем-то, мелкие частицы пыли оседают в бронхах, это в легких, и вызывает специфическое воспаление. Особенно этим страдают шахтеры. Нужно, конечно, оберегать себя. Если пыльная очень и страдаете хроническими заболеваниями легких, нужно носить маски. В прошлом году в Якутске начал работу проект «Город без пыли». Тогда же и применили новые технологии, раствор, скрепляющий мелкие частицы на грунте, битумную эмульсию на улице Якова Потапова. Эксперимент прошел удачно, пыль практически исчезла. Это показали и датчики пыли. Проекты должны были реализовывать поэтапно в течение 5 лет, но прежний руководитель сменил место работы, и проект просто повис в воздухе. Продолжится ли его реализация? Вопрос остается открытым. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Григорий Хлопков, Джулус Иннокентьев, Якутия. День за днем. В эти выходные страна отметит День медицинского работника. Для якутских врачей это также значимая дата. Хирург-проктолог Галина Смолина вот уже 5 десятков лет работает в республиканской больнице. Свою трудовую деятельность она начала в далеком 1969 году в деревянной двухэтажке. Сегодня уже и не сосчитать, скольким тысячам людей она помогла. С заслуженным ветераном профессии встретилась Анастасия Кобытева. В преддверии праздника телефон Галины Николаевны разрывается от звонков. Благодарные пациенты со всей республики спешат поздравить любимого врача. А для нее это самое главное. Люди должны быть благодарны. Должны быть. И они должны ценить труд. И своего спасителя они должны помнить. Далекая и холодная Якутия стала для нее родиной. Бабушка и дедушка Галины Смолиной – корейские переселенцы. В 30-е годы приехали в Приморье, затем в Алданы, наконец в Якутск. Здесь родилась и выросла маленькая Галя. Она всегда мечтала стать медиком и стала. После школы поступила в Новосибирский мединститут. Выбрала дело сугубо мужское – хирургию. А после окончания вуза молодая специалистка вернулась домой и ничуть не жалеет. У нас были тяжелые больные, и смерть была, и конфликты на работе были, и скандалы были, и ругачки были. Все было. Но я никогда ни одной секунды не пожалела, что я пошла работать врачом. Полвека Галина Смолина у операционного стола спасает человеческие жизни. Ей подвластны даже самые сложные операции. Еще бы, говорит она, учителя были от Бога. Николай Акаемов, Вера Фаберкевич, Ким Павлов, Геннадий Щербаков. К слову, любовь это взаимная. Коллеги ее ценят и уважают за профессионализм. Мы с ней работали в этой больнице в те годы, когда здесь начиналась экстренная хирургия. Я знаю ее как очень надежного, очень грамотного хирурга. Когда уйдет на заслуженный отдых, не знает. Галина Николаевна со смехом цитирует японского профессора. Никогда не надо уходить на пенсию. Что уйдешь на пенсию, быстро помрешь.
По стопам Галины Смолиной никто не пошел. Ни сын, ни племянники, ни внуки. Но она не расстраивается. Говорит, каждый должен заниматься своим делом. Сейчас она продолжает работать в любимой больнице. Правда, уже не оперирует, а принимает пациентов. Для нее огромное счастье дарить людям вторую жизнь. Анастасия Кобозева, Семен Семенов, Якутск. Таковы итоги уходящей недели. Корреспонденты Якутия-24 следят за развитием событий. Хороших вам выходных и до встречи.